Главное богатство Ингушетии – это ее жители, вне зависимости от их национальной и конфессиональной принадлежности. Высокий нравственный дух, многовековые традиции и обычаи, проявление уважения к старшим – вот лишь некоторые черты характера людей, умеющих по достоинству оценивать другого человека. Вместе с коренными жителями на территории республики в мире и согласии проживают представители 69 национальностей, в том числе и дагестанцы. С давних пор наши народы связывает дружба и добрососедские отношения, которые уходят корнями вглубь истории и являются прочной основой для дальнейшего развития и укрепления отношений. Руководитель дагестанской общины Мадина Даудова в Ингушетию приехала в 1978 году и уже на протяжении 36 лет живет в нашей республике. За эти годы в жизни Мадины происходило много чего. Были горести и радостные моменты, но не было одного чувства – сожаления. Она не пожалела, что переехала в Ингушетию. Более того, здесь она обрела верных друзей и работу, которой очень дорожит. Мадина Даудова – медицинский сотрудник в Сунжинской поликлинике. Приехала сюда в 1978 году. По распределению с мужем мы попали в этот район Сунжинский. Вот с тех пор по сегодняшний день я в этом районе, в этом станице работаю, тружусь. Об Ингушетии можно много-много и бесконечно говорить. Только положительное, только хорошее. Большая часть жизни, конечно, моей прошла в этой Ингушетии. Ведь за это время я приобрела здесь очень много друзей, подруг, верных друзей. В трудную минуту, у меня были трудные минуты, столько лет прожить не бывает, чтобы все было хорошо шло. И было наводнение, была там материальная помощь, и это мне всегда оказывали мои друзья, за что я до сегодняшнего дня очень благодарна. Коллеги по работе относятся к Мадине с большим уважением и отмечают, что она ответственный работник. Работаю здесь с первой Грозненской войны 1994 года. За время этой работы была знакома с Мадиной. С Мадининой стороны ничего плохого не замечала. Она дисциплинированная, выполняет свои функциональные обязанности. Больные ее любят, уважают. Мадина сама, вот она работает уже давно в нашем кабинете. Она лично со мной работала тоже многие годы. И работу свою она ведет, она умница. Она общий язык находит, с коллективом находит общий язык, понимает. Вот. В любую минуту мы вот обычно делимся с ней, бегаем, то по домам бегаем, там бывают постельные больные, то в реанимации бывают постельные тяжелые больные. Вот, оказывая помощь, уделяет внимание к больным. Что еще про нее можно сказать? Так как она уже, мы ее считаем уже как коренным человеком, как своим уже. То, что она откуда-то приехала, это у нас и в голове нету. Так она умница, умница. Я про нее могу сказать только хорошее. Это подтверждают и ее благодарные пациенты, которым она не раз помогала. И лечит хорошо, и подсказывает, что надо делать, как делать. Ну, чего еще сказать. Короче, очень хороший человек, приятный человек. Если бы кабинет пошире, чтобы развернуться можно было. Вот самое главное, чтобы и людям другим было тоже заходить, походить. И ей, чтобы приятно было. Вот так. Пожелать ей самого хорошего, чтобы в дальнейшем было успехов в работе и в жизни. Соседи также тепло отзываются о Мадине. Ты можешь обратиться к ней в любое время суток, ведь она никогда ни в чем не откажет, говорит Хамсат Медова. В сельском поселении Орджоникидзевское мы проживаем с 1995 года. Мадину знаю как отзывчивого, добродушного человека. Мы в любое время суток можем обратиться к ней за помощью. Благодаря ей я могу позволить себе лечение на дому. На работе, дома, с соседями, везде она находит общий язык. Как только мы приехали сюда с Грозного, мы стали дружить с Мадиной. Она уже жила здесь, работала, и сейчас она работает в больнице. Все время, в любое время попросишь ее померить давление, или нужно укол сделать, или что в любое время она готова. Даже в полночь придет тебе на помощь. Отзывчивая, очень хорошая.
как соседка хорошая, в любых отношениях, во всем она, в любое время тебе хороший друг, хорошая соседка, все довольны. Традиции – то, чем жив и силен народ, что впитывается с молоком матери и поддерживается многовековым жизненным укладом общества. Определяет нашу жизнь на годы и десятилетия вперед и позволяет видеть перед внутренним взором нравственные ориентиры, черпать в них духовную силу. Народы Дагестана отличаются высоким трудолюбием, имеют свою художественную культуру, красивые национальные костюмы, мелодичные песни и танцы. Одной из наиболее значимых традиций в нашей жизни является свадьба. Свадьба на Кавказе требует соблюдения многих традиций и ритуалов. Не исключение и дагестанское. Здесь можно познать глубокий смысл проведения различных обрядов, услышать захватывающие истории мудрых предков, увидеть атрибуты изящных национальных народов, девушек и юношей. Но самое главное на свадебной церемонии Дагестана, как и в любом другом регионе Кавказа, это то, что можно побывать на празднике, на котором гордая, но очень озорная и веселая молодежь демонстрирует свои способности в пении и национальных танцах. Людмила Рустамова – еще одна представительница дагестанского народа, проживающая в Ингушетии. Сюда она переехала вместе со своей семьей в 1976 году. Поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на физико-математическое отделение. После окончания вуза в 1981 году работала в Орджоникидзевской первой школе. В этом учебном заведении Людмила начала свой путь учителем математики, годы опыта и повышения. В 1981 году Рустамова уже зауч по учебным вопросам. В Республике Ингушетия с 1976 года. У меня родители приехали сюда, папу направили на работу. И вот мы с тех пор стали жить в станице Орджоникидзевская. В 1976-м я тогда поступила в университет, отучилась в физико-математический факультет. И с 1981 года стала работать, меня направили в первую Орджоникидзевскую школу. Школа была хорошая, там хороший, сильный коллектив, поэтому я начинала работать, как говорится, счастливая была, то, что было у кого поучиться всему. Где-то 1989 года стала заучем школы, поставили меня заучем по учебному вопросу. Хорошие были времена. То, что мы с детьми и выезжали, ездили, и в Новороссийск я с учениками ездила, брала путевку, туда выезжали на весенних каникулах. В 1991-м мы даже выезжали в Вильнюс, брала тоже путевку от комитета комсомола. И вот с учениками 10 класса выезжали в Вильнюс на неделю, там отдыхали. И в школе я работала до 1995 года. В 1995-м ее приглашают в Ингушский государственный университет на должность начальника учебного управления. Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть любимая работа, повезло мне и с коллективом, признается Людмила. Все праздники и мероприятия мы проводим вместе, но бывают в жизни и трудные минуты. И в такие моменты меня поддерживает мой коллектив, они оказывают мне всяческую помощь. Предложили в университет, и я тогда перешла сюда работать. Ректором был тогда Майсак Вадзамат Саматович, замечательный мужчина, очень хороший человек, умница. Он поверил, что я справлюсь, поэтому меня назначили тогда начальником учебной части. Тогда было. Это мы делали расписание для всех факультетов, документация по факультетам, нагрузки преподавателей. Вот это все как раз было в моем отделе. Коллектив мне университета тоже очень нравится. Хороший, понимающий, отзывчивый. Честно, когда вот кому бы я не обратилась с просьбой, были трудности, конечно, у меня. Но, наверное, как и любой человек, в любой семье, то всегда с очень большим пониманием относились, шли навстречу, в чем могли. Поэтому я считаю, что я счастливый человек. Проректор Ингушского государственного университета Зиаудин Османович Батыков хорошо отзывается о Людмиле Рустамовой.
Это человек, который имеет огромный опыт работы и высококлассный специалист, говорит Зиаудин Османович. Людмила Рустамовна работает в университете практически с первых лет создания университета. И буквально через год после трудоустройства в университете она начала работать начальником учебной части. Потом вуз, то есть университет расширился. Она стала начальником учебного управления. За эти годы, естественно, расширялись кафедры, факультеты, специальности. И, конечно, это все откладывалось на ее плечи. То есть создание новых специальностей, это новые учебные планы, подготовка документов. Университет прошел 3 раза аккредитацию, это тоже часть ее заслуг. То есть это человек, который имеет уже огромный опыт работы и справляется с этой работой. Это вообще высококлассный специалист. Многие годы медицинский персонал поликлиники города Карабулак обеспечивает всю необходимую помощь и доброжелательный прием своих пациентов. Среди них Евгения Магомедовна Алиева, которая добросовестно выполняет функции старшей медсестры уже на протяжении 8 лет. Несмотря на то, что родственники Евгении живут в Дагестане, сама она вышла замуж за ингуша и с 2003 года живет в нашей республике. Свою работу и коллектив Евгения ценит и любит. Доброжелательность и взаимопонимание делают нашу работу более эффективной, отмечает Евгения. Живу я в Карабулаке с 2003 года. До этого я жила в городе Грозном, родилась в городе Грозном. Все родственники мои в основном живут в Дагестане, преимущественно в городе Махачкала. Работаю я в Карабулакской городской больнице с 2006 года и по сегодняшний день старшей медсестрой с первого дня поликлиники. Я, честно говоря, и до этого работала в Грозном старшей медсестрой в реанимации. Я эту работу знала уже приблизительно. Работа мне моя нравится. Сотрудники у нас все хорошие, руководители тоже, соответственно, хорошо относятся. Плохого я ничего сказать не могу. Пациенты бывают разные, и каждому нужно иметь подход. Пациенты, они люди, как сказать, есть и больные, есть которые заболевшие на этот период. Соответственно, относиться к ним нужно с должным вниманием, так как и положено. Я работаю в этой больнице с 20 ноября 2012 года. В принципе, уже достаточно немаленький срок, чтобы узнать человека, чтобы что-то о нем можно было сказать. Алиева Евгения Магомедовна за этот период совместной нашей работы зарекомендовала себя как добропорядочным, квалифицированным специалистом и человеком. О ней могу сказать только самые положительные качества, могу ее осветить, потому что это человек грамотный, это человек на месте, человек, который в любую беду может прийти на помощь и может оказать бескорыстно эту помощь. Таких людей, таких специалистов нужно уважать, конечно, поддерживать, всячески поощрять и помогать им во всех их начинаниях. Дагестанская община является одной из наиболее многочисленных в Ингушетии. В ее состав входит более сотни человек, и каждый из них вносит свой весомый вклад в деле укрепления добрососедских отношений между нашими народами. Представители дагестанской общины занимаются трудовой деятельностью, радуются вместе с ингушами в праздники. Но самое главное, их культура вносит что-то свое сокровенное в нашу жизнь.